Вот мы по государственной программе взаимодействия с религиозными организациями, их государственная поддержка, в том числе вашей мечети, выделили 250 тысяч рублей. Вы сдали отчет о том, что они использованы по назначению, то есть они расходуются для создания условий для проведения духовно-нравственной, патриотической работы с прихожанами. Вот и я бы хотел услышать, куда конкретно, как вы использовали, хватило, не хватило, какие проблемы с этим возникают. Бисмилля, альхамдулилля, ассалату вассаляму аля расулилля. Ну, как районный имам, наверное, я сперва слово скажу, потом местному имаму мечети дадим слово, иншаллах. Ну, во-первых, хочется поблагодарить вас и наше правительство тоже, которые выделили средства. Действительно, если 250 тысяч рублей выделили, и все это видно здесь, вот это мечети, и народ видит, куда пошли деньги. Еще некоторые удивляются, а этими деньгами столько сделали, говорят, как это хватило вам? Ну, конечно, из-за того, что когда выделили и взялись за ремонт, мы на этом не остановились, попросили людей. Вот имам, например, выступил, Шамиль Аджи, ролик сделал, поддержка нужна, говорит, как половину ремонта оставить не получается же так. Поэтому до конца сделали, вот батареи даже поменяли, то, что не входило в это, ну, за эти средства отопление сделали. И, ну, в общем сказать, альхамдулилля, таких проблем нету особо. В последнее время упростили тоже вот с этими документами, вопросы, вы тоже баракалла вам. И в основном люди тоже помогали, от себя помогали, им тоже баракалла. И имам, заухоз наш, мечети постоянно вот был, и заместитель вот Нурудин Хаджи. Альхамдулилля, баракалла, ну, только благодарность от меня. Да, на самом деле хотелось бы поддержать слова нашего имама Хасана Хаджи в том плане, что хотим поблагодарить вас лично, в вашем лице, ваше министерство и правительство в том, что оказали такую помощь нам. Это как бы для нас стало стартовой такой площадкой для того, чтобы мы смогли обновить ремонт, реставрацию провести в нашей мечети, Дому Всевышнего. Действительно, это для нас послужило такой доброй, хорошей поддержкой с вашей стороны. В первую очередь поблагодарим вас. И далее в смету входило, значит, что вот эти стены, как вы видите, здесь площадь не маленькая, высота тоже большая, объем большой этих стен. Входило, чтобы вот эти стены нужно было освежить. То есть провели шпаклевку этих стен, покраску стен, вот 4 стен. Потолок у нас был уже в таком плачевном состоянии, вот могло обрушиться и так далее, уже начало сыпаться что-то сверху и так далее. Это мы все полностью убрали, то, что был старый потолок, полностью убрали. Значит, проводку поменяли, там была проводка старая, уже с 90-х годов, пожаробезопасность и так далее была не на должном, скажем так, уровне. Поменяли всю проводку, значит, вот гипсокартон, новый материал купили, привезли, наняли мастеров, оплатили им весь труд, как положено. Полностью потолок мы поменяли, то, что под гипсокартон нужно, вот эти, значит, рейки, не рейки, вот эти железные, вот эти профили, это тоже сделали. В дальнейшем у нас была одна люстра здесь, с помощью того, что вы выделили, и с помощью того, что люди поддержали нас, основном и наш джамаат, и не только наш джамаат, как здесь было сказано, в сети интернет был выставлен ролик, и нам помогали с разных сторон. А вот 5 больших хороших люстр мы сюда подключили, 12 вот этих по стенам, которые вы видите, тоже вернее, светильники. Да? В дальнейшем отопление было очень на таком уровне. Вот зимой кое-как. Вот. Это район, через который 3-4 района, проездной район. Люди здесь бывают порой по несколько часов ждут кого-то, машину, чего-то ждут, здесь находятся. Ну, здесь сейчас уютно, вы видите сами, вот, как тепло здесь. Поменяли полностью отопление, полностью вот эти батарейки были другого образца, вот, железные трубы были. Это все поменяли. Далее вот женская часть наших сестер, не забыли, можете подняться, посмотреть. Там тоже обновили то же самое, стены, потолок, все обновили. Прихожка. В течение последних десятилетий, можно сказать, такого глобального ремонта у нас внутри мечети не было. Вот обшили по бокам, вы видите, вот снизу, значит, определенным материалом, чтобы было удобнее, чтобы не пачкалась стена, не портилась. Значит, для Коранов, для книг закупили вот, значит,
полки новые. Вот такая надпись у нас уникальная. В других мечетях мы больше особо не видели. Вот это «Икра» надпись, первое слово откровения, которое он исполнил нам. В принципе, вот такие хорошие работы проведены. Поэтому хочется еще раз поблагодарить. И если какие-то вопросы будут, в плане документов тоже у нас мы сдали в министерстве все как положено, все чеки, все действия, все, что нужно по закону, все проведено. Да, вот с документами все в порядке, поэтому я приехал посмотреть не по документам, а воочию. Поэтому мы выстроили хорошие отношения с муфтиятом нашей республики. Я в этом хочу еще раз поблагодарить нашего уважаемого шейха Ахмад Афанди. Вот. И мы это, естественно, будем продолжать. На последнем совещании Сергей Алимович Меликов сказал, поддержал наше предложение о том, что надо увеличить финансирование, в том числе для поддержки чисто религиозных организаций. Их у нас много в республике, у нас самая большая мусульманская умма, чем в любом субъекте Российской Федерации. Глава республики это понимает и активно поддерживает. Спасибо вам за то, что на такие деньги пошли по назначению и более того, собрали еще больше и создали такие прекрасные условия, тепло, уютно, чисто, аккуратно, тем более потолок сделали, теперь можно спокойно все это, не беспокоясь о жизни и здоровье прихожан, вести соответствующую работу в мечети, в доме нашего Всевышнего. Будем стараться. Спасибо. Будем стараться в дальнейшем тоже.